Вепхя хайта загижует алхрат комиссия хададжо, алхрат комиссия хада пресс-центр акын пишяшует со айфир. Уважаемые журналисты, продолжаем свою работу, и мы начинаем пресс-конференцию первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, председателя Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики Городецкой Елены Анатольевны и заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Александра Татуонова. Добрый день, уважаемые гости. Мы работаем в прямом эфире. Для начала предоставим слово нашим гостям, а затем вы сможете задать свои вопросы. Пожалуйста. Ну, вообще-то всегда даму пропускают вперед, но... Можно? Да, но давайте как, в том порядке, в котором, может быть, наверное, все-таки мы вас приглашаем, скажите свои слова, мы уже вместе с коллегой, вместе от России скажем. Спасибо, Константин Федорович. Спасибо большое. Приднестровская делегация посетила более 20 избирательных участков. Нам была предоставлена возможность ознакомиться с подготовкой к дню голосования на избирательных участках вчера в городе Сухум. И тот анализ, который мы провели, пробывав на избирательных участках, свидетельствует о том, что при организации проведения голосования в Абхазской Народной Республике были соблюдены все требования международного избирательного законодательства и те нормы, которые устанавливает национальное избирательное законодательство, это Конституция и Конституционный закон о выборах депутатов. На всех избирательных участках были расположены необходимые информационные материалы о кандидатах и списки избирателей перед входом в помещение для голосования. Исходя из той информации, которую мы получили до дня голосования и ознакомились с агитационными материалами, расположенными на улицах, кандидатам была предоставлена возможность проинформировать избирателя о своей предвыборной платформе и провести должную агитацию. В ходе посещения избирательных участков, расположенных в разных районах Абхазии, мы беседовали с наблюдателями от каждого из кандидатов. Каждый кандидат реализовал свое право на проведение наблюдения, делегировал наблюдателя. И я хочу отметить такую очень вызывающую восхищение вещь. Не было высказано жалобы ни от одного из наблюдателей. Это на самом деле крайне редко случается. Это атмосфера доброжелательности, которая царила, и тот конструктивный диалог. Мы присутствовали на одном из избирательных участков в городе Сухуми, когда возникла сложная ситуация. Избирательница неправильно заполнила бюллетень. И вот в общем обсуждении члены комиссии, наблюдатели сошлись в едином мнении, как поступить. Эта ситуация была разрешена. И все те вопросы, которые у избирателей возникали, в частности, по порядку заполнения бюллетеней, они сразу же находили. И вот все это свидетельствует о том, что международные избирательные стандарты, которые требуют, чтобы выборы проходили открыто, гласно, прозрачно, была предоставлена возможность агитации, наблюдения, и была предоставлена возможность избирателям свободно выразить свою политическую волю, соблюдается вот на тех избирательных участках, по меньшей мере, которые нам удалось посетить. Спасибо большое, Елена Анатольевна. Есть ли вопросы? Пожалуйста. Давайте мы, может быть, все выступим. Хорошо, пожалуйста. Еще раз добрый день. Сегодня, как вы видите, прекрасная погода. И на самом деле, на данный момент совершенно точно прекрасное настроение у всех, кто принимает участие в выборах, в том числе и у наблюдателей, которые приехали наблюдать за выборами по приглашению Народного собрания из Государственной Думы Российской Федерации.
Хочу отметить, что у нас очень многочисленная по нашим меркам делегация. Она включает 9 депутатов, 2 сотрудников аппарата Государственной Думы, 11 человек. Представлены в этой делегации от Российской Государственной Думы все фракции Государственной Думы. Здесь вот присутствует, кроме меня, еще и Александр Старовойтов, представитель ЛДПР, депутат Государственной Думы. Другие наши коллеги или на подъезде, или находятся рядом. Хочу отметить, что наблюдатели Государственной Думы сегодня в течение целого дня от восточных до западных границ Абхазии проехали очень много избирательных участков. Я сейчас общую цифру МАБ не могу сказать. Я сам был на 7 участках, коллега Старовойтов на 11 участках, коллега Ремесков на 9 участках. Ну вот примерно такие в среднем цифры. По нашим наблюдателям было организовано на самом деле 6 групп из вот этих 11 наших представителей. Я лично побывал здесь, в Сухуми, в 7-м округе, побывал в Новом Афоне, в Новоафонском округе, это номер 20. Побывал также в Гагарском районе, в 10-м и 11-м округе, это, соответственно, Пицунда и Зыбь. И, в общем, впечатление очень благоприятное, потому что в самом деле люди именно вот на тех участках, где мы побывали, идут с охотой на избирательные участки. В первой половине дня явка была, насколько я понимаю, выше, чем такая же явка на прошлых выборах, именно на этих участках. Мы знаем, что есть в городе Сухуми во 2-м округе сейчас отставание, но на всех тех вот участках, где я бывал, выборы состоялись. Трудно сказать, конечно, закончилось ли дело первым туром. Для нас в России у нас несколько иная система голосования. У нас 1 тур голосования. В Абхазии, как известно, по закону 2 тура голосования. Но я хочу отметить, что, как вот коллега из Приднестровья, что обычно поводом для сомнений является большой дополнительный список. Бывали выборы в других странах, сейчас не буду их называть, когда дополнительный список оказывался больше, чем основной. То есть это уже явные признаки каких-то злоупотреблений или недоработок. Здесь ничего похожего не было. Дополнительные списки были, 20-30 человек. При том, что количество людей на участке может быть и 1000, и 2000, и так далее. Значит, нет никаких признаков злоупотребления со стороны избирательных комиссий. Напротив, все очень щепетильны друг к другу. Наблюдатели, с которыми я со всеми персонально разговаривал, представляющие разных кандидатов, они все очень дружно держатся. В каждом случае находят повод для проявления местного патриотизма. В Новом Афоне мне сказали, что мы все новоафонцы заодно. Хотя у нас тут 3 кандидата, но мы все заодно. В общем, все это очень радует. Конечно, в результате этих выборов кто-то, к сожалению, проиграет. Тут уж ничего не поделаешь. Таковы выборы, в этом они и состоят. И, может быть, мы через некоторое время услышим, по каким причинам люди, анализируя свой проигрыш. Очень соблазнительно бывает сказать, что вот меня не поняли или мне препятствовали. Но предварительно, вот на день выборов, никаких жалоб такого рода не поступало. По крайней мере, к наблюдателям от Государственной Думы. В качестве такого, что ли, совета или замечания хотел бы только сказать, что мне кажется, что имеет смысл с учетом того внимания, которое выборы в Абхазии представляют. На самом деле на избирательных участках иметь этот журнал для регистрации наблюдателей, которые приезжают, и в каждом случае, значит, они, наверное, могли бы отмечаться, что вот в этом
конкретные участки в такое-то время побывал наблюдатель, скажем, от Российской Государственной Думы или, скажем, от Совета Федерации или от других представителей, которые в данном случае принимали участие. Этого люди говорят, да, к нам приезжали, вот только что приезжали из Приднестровья, приезжали из Осетии, приезжали, допустим, из Государственной Думы, но такого реестра не ведется. Ну, это к выборам как таковым не имеет никакого отношения, просто это позволило бы на следующем этапе с большим основанием утверждать, что выборы прошли нормально, раз такое количество наблюдателей побывало, и наблюдатели таким образом тоже берут на себя определенную ответственность за свою оценку. Ну вот то, что я хотел бы сказать и пожелать успешного завершения выборов, потому что мы продолжаем наблюдение за выборами, они, как мы знаем, закончатся в 8 часов, так что еще впереди как минимум около 3 часов выборного дня. Спасибо. Спасибо. Александр Борисович, пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Действительно добрый, праздничный, солнечный день, который, наверное, по-настоящему отображает и настроение, и значимость свою для новой истории молодого абхазского государства, для людей, которые многие чаяния и надежды свои связывают как раз с теми, кому отдают сегодня свой голос. Мне достаточно легко сейчас говорить после своих опытных коллег и председателя избиркома Приднестровья и после Константина Федоровича, который здесь завсегдатый и один из самых популярных российских граждан, которые приезжают в Абхазию. И самое главное, ему есть с чем сравнить, он все это рассматривает в динамике. У меня, к сожалению, этого опыта нет. Но это облегчает мою задачу. Я себя ощущаю за абхазским столом, когда можно сказать за сказанное, и действительно это будет совершенно искренне. Действительно, коллеги о многом уже упомянули, и в целом подводя какой-то промежуточный итог, хотелось бы сказать, что, на мой взгляд, это для меня тоже не первый выбор, первый в Абхазии. Я побывал уже во многих странах и в качестве наблюдателя, и хочу отметить, что, наверное, с большой долей уверенности могу отнести организацию и проведение этих выборов в такой топ одних из лучших, которые мне довелось увидеть, потому что, во-первых, само настроение, во-вторых, организация. Безусловно, никаких элементов широкой, такой роскошной подготовки к этому нет. Нет каких-то красочных лозунгов, нет какого-то красочного обрамления, нет привычной для нас еще советских времен какой-то программы, которая обычно тоже является элементом неразрывным. Да. Вот. Но это все нисколько не снижает и не умаляет от происходящего. У нас немногочисленная делегация, у нас 3 сенатора и представители нашего аппарата. Нам удалось побывать на 16 участках, и к своему удовлетворению должен сказать, что и я, и мои коллеги, лично я побывал на 10, вот, в целом никаких замечаний, которые бы могли по сути своей влиять на итоги этих выборов, каких-то нарушений, которые бы выходили из ряда вон, нами не было зафиксировано. И мы надеемся, что в большинстве участков вам придется завершить выборы в первом туре. И в целом, конечно, доброе, хорошее настроение сохранится и завтрашним утром. Спасибо большое. Уважаемые журналисты, пожалуйста, ваши вопросы. Ждем. Подавили журналистов своими. Ждем. Я хочу сказать, что к нам присоединились по ходу нашей пресс-конференции мои коллеги. Значит, здесь находится Андрей Леонидович Красов,
депутат Государственной Думы, Герой России, первый зампредседателя Комитета по обороне фракции «Единая Россия» Денис Андреевич Парфенов, член Комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению. Он представляет КПРФ. Ну, как я уже сказал, здесь же находится депутат Александр Сергеевич Старовойтов. И, насколько я понимаю, с председателем Центра избиркома встречается Петр Иванович Пимашков, тоже депутат от «Единой России», бывший мэр Красноярска, который тоже был в составе нашей делегации. Спасибо. Будут вопросы? Пожалуйста. Если нет... Тоже свидетельствует абсолютно свободно. Наличие ответа. Спасибо. В таком случае мы будем завершать свою работу. Благодарю всех. Увидимся в 19 часов в этом пресс-центре. Спасибо. Спасибо. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Кушара на канале Абхазского телевидения. Сегодня в Абхазии проходят выборы в Народное собрание парламента республики. В 8 часов утра открылись все избирательные участки страны. Напомним, что на парламентских выборах общее количество избирательных округов 35, 152 избирательных участка. Примерное количество избирателей 134 тысячи. Общее количество кандидатов в депутаты 137. 24 из них зарегистрированы от политических партий, 113 от инициативных групп. На выборах в парламент Абхазии присутствует около 40 иностранных наблюдателей. Уже с утра, как сообщают наши корреспонденты из районов, на избирательных участках наблюдается большая активность голосующих. На некоторых из них даже есть очереди. Уже сейчас можно сказать, что выборы состоялись. Президент Абхазии Рауль Хаджиб одним из первых проголосовал в 5-м избирательном округе на избирательном участке номер 2, расположенном в здании Сухумской 14-й средней школы. Насколько активно голосуют жители столицы, расскажет Нисфа Аршба. Второй избирательный участок избирательного округа номер 5 в районе турбазы в Сухуми всегда располагается в здании 14-й средней школы. В списках голосующих 2690 человек. Как и положено, участок открылся в 8 утра, хотя наблюдатели и члены участковой комиссии пришли намного ранее положенного времени. Бюллетени посчитаны, на всех проставлены печати. Наблюдатели от каждого кандидата заняли свои посты. Нареканий и замечаний здесь пока не зафиксировано. Воскресный день, а членам избирательной комиссии работать пришлось с 7 утра. Необходимо было расставить урны, разложить таблички с адресами, чтобы людям легче было ориентироваться. Мы все вовремя пришли сегодня на свой участок. Ровно в 7 часов мы провели жеребьевку. Все члены участковой комиссии приступили к подсчету после жеребьевки, к подписыванию бюллетеней. 2 членов участковой комиссии подписывают, а с оборотной стороны представители от кандидатов начали тоже подписывать бюллетени. Правда, у нас от 3 кандидатов не пришли наблюдатели, и мы не стали никого ждать. Кто прибыл, те в процесс включились. Все нормально, ровно в 8 мы открыли. Первые избиратели уже проголосовали. Первым из руководства страны сегодня проголосовал президент Рауль Хаджиб. На этот избирательный участок глава государства приходит каждый раз, чтобы исполнить свой гражданский долг. Кому именно Рауль Хаджиб отдал предпочтение, осталось тайной, но о своих впечатлениях он все же рассказал. Нормальное настроение. Надеюсь на то, что все пройдет спокойно, без каких-либо эксцессов. В парламент должны прийти люди, понимающие, зачем они идут в парламент, патриоты. Место в парламенте должны занять люди ответственные. Маразму и радикализму не место в парламенте. Я считаю, что реформы должны быть продолжены, должны быть соответствующие перераспределения полномочий, и при этом президентская власть должна остаться формой правления в Абхазии. Рауль Джункович, ну раскройте секрет, за кого проголосовали? За будущее Абхазии. Еще до официального старта голосования образовалась целая очередь из избирателей. Одни просто хотят попасть в число первых, другие же торопятся на работу или хотят освободить день для домашних забот. Впрочем, так или иначе, каждый несет свой бюллетень за будущее страны, за стабильность ее жителей. Конечно, с праздничным настроем я пришел, выполнил свой гражданский долг. Мы же
из Советского Союза. Мы привыкли выполнять свой гражданский долг. Есть люди, которые верят, которые живут не только надеждами, но еще своим личным действием, чтобы воздействовать как-нибудь на политику, чтобы она шла более правильней, более народней, скажем так. Гражданский долг исполняю. Законопослушная. Считаю, что мы делаем тоже свою судьбу в какой-то степени, так что мы не должны оставаться в стороне. Пик активности здесь ждут ближе к обеду. Для инвалидов и пожилых граждан будет организовано выездное голосование. Уже поступило 75 заявок. Звонки от тех, кто не может прийти на избирательный участок самостоятельно, принимались 11 марта до 18 часов. На этом участке выдвинулось 6 кандидатов. Многие из них с самого района Турбазы, и жители их знают. Явность у нас неплохая, хотя и рано еще, и еще и выходной день. Так что я думаю, явка будет хорошая сегодня. Все кандидаты очень хорошие и грамотные. И очень приятно, что 4 из них выпускники нашей школы. И мы гордимся, и мы переживаем, естественно, за каждого. Люди, избиратели сделают свой выбор. Кто больше наберет, кому больше доверяют, те и пройдут, или тот и пройдет. Второй тур, наверное, будет все-таки. Кто именно станет победителем, говорить, безусловно, рано. День выборов лишь начался. Но мы решили не отставать и использовали выпавшую возможность исполнить свой гражданский долг. Нисфаршба Саида Гухава, Абхазское телевидение. Первый участок 6-го столичного округа располагается в 10-й горской средней школе имени Нестора Лакоба. Здесь довольно многолюдно, и, как говорят члены участковой комиссии, избиратели активно идут с самого утра. Утром 6:30 участковая комиссия начала работать, посчитали бюллетени, поставили печати, расписались. Ровно в 8 часов мы открыли участок и началось голосование. Никаких нарушений, никаких жалоб не было еще. Все проходит очень спокойно, в спокойной обстановке. На данный момент проголосовало 231 избирателей. Да. Общее количество 1385 избирателей. Было немного удивительно и очень приятно слышать, как избиратели, приветствуя друг друга, поздравляли с праздником. На вопрос, а какой именно праздник сегодня отмечается, нам ответили – День абхазского парламентаризма. Я тоже в хорошем настроении пришел, потому что набираемся опыта парламентаризма в Абхазии. Вы помните, что в прошлые выборы люди были недовольны, потому что самой предвыборной борьбой много было грязи, компромата, необъективных оценок было много. А этого не стало в этом году. И прошли выборы очень корректно, я считаю. Прошли новые люди, правда, у многих вызывает беспокойство, не слишком ли сильное омоложение парламента. Раньше мы привыкли, что молодой человек должен пройти там определенные этапы производства и прочее. Но сейчас немножко другая жизнь, современные веяния. Так что я думаю, этот парламент будет лучше предыдущего, и хотя предыдущий парламент тоже работал достойно, но просто жизнь меняется к лучшему. В этом мы верим. Нужно идти голосовать, потому что от голоса каждого зависит, каким у нас будет парламент. Это наша власть. Завтра они будут принимать какие-то серьезные, важные решения. И, в общем-то, люди, которые не приходят, не голосуют, они дают возможность другим определять свою судьбу. Я лично не сторонник того, чтобы за меня кто-то решал. Я сегодня пошел и проголосовал, и чувствую себя хорошо. День сегодня хороший, и все прогнозы по поводу возможной неявки и провала, они уже не сбываются, можно наверняка сказать. На тех участках, в тех округах, где я знаю, там друзья, знакомые голосуют, везде достаточно активно люди идут и голосуют. Так что, мне кажется, это очень хорошо, что люди свой гражданский долг выполняют, и всех, кто сомневается, думает, что есть дела поважнее, я призываю пойти и за того кандидата, которого они считают наиболее достойным, отдать свой голос и таким образом поддержать свою страну. На первом избирательном участке 7-го округа уже в полдень число проголосовавших перевалило за 800. Глава окружной комиссии рапортует, явка больше 17%. На данный момент
буквально 5 минут тому назад, я по округу собрал 883 проголосовавших и 57 в дополнительном списке в том числе, что составляет в общем 17% голосов. Это за 4 часа работы участковых избирательных комиссий. Явка активная. Необходимо отметить, что 7-й округ – один из самых густонаселенных округов Сухума. На небольшой территории прописано более 5000 избирателей. Иностранные наблюдатели уже посетили множество избирательных участков и увиденным остались довольны. По 7-му округу числится 5194 избирателей. Нас посетила международная организация, которые приехали в республику, Государственная Дума Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, из Донецкой Республики, из Луганской Народной Республики, из Республики Арцах. Вот он поблагодарил, что мы так нормально организована процедура голосования. Ну и спросили, естественно, уточнили каждого наблюдателя от баллотирующихся. Выборы проходят без эксцессов и нарушений. Это подтверждают все наблюдатели от кандидатов, которых мы опросили. Абсолютно никаких нарушений нет. Все идет тихо, мирно, все счастливы. Все проходит великолепно. Людей очень много. 309 человек уже проголосовало на 12 часов. Ну, процентное соотношение они вам, наверное, скажут. И люди идут как на праздник. Хотя все говорят, что надоели, эти выборы надоели, но все целуются, обнимаются, встречаются. Очень обстановка очень приятная. В этом обстановка, вот сколько я уже хожу сюда, вот в библиотеке, всегда, во-первых, все работники очень точно, очень внимательно, никому не позволяют. Все идет. Молодец, мы все тут как дома. Как дома, друзья. После часа дня члены участковой комиссии начали выездные голосования для инвалидов и пожилых граждан. Конечно же, вместе с наблюдателями, которым впоследствии и предстоит оценить проведение процесса голосования. Нисфаршба, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В Гулырбском районе, как и по всей стране, избирательные участки открылись в 8 часов утра. Как отмечают наблюдатели, голосование проходит без нарушений. 4-й участок 24-го Пшапского округа был открыт, как и положено, в 8 утра. К 10 часам утра проголосовало более 50 избирателей. В Гулырбском районе более 10 тысяч избирателей. Район поделен на 3 избирательных округа – 24-й, 25-й и 26-й. По общему списку только на 4-м избирательном участке в 24-м избирательном округе 830 избирателей. В дополнительном списке очень мало людей. Списки очень хорошие и нарушений нет. Участки оборудованы всем необходимым для проведения голосования. С утра в Гулырбском районе достаточно большая избирательная активность. В поселке Агудзера на избирательном участке 5 округа номер 25 к 13 часам дня проголосовало 410 избирателей из 1600 занесенных в списки избирателей. С самого утра мы пришли на избирательный участок номер 25 и приступили к своей работе. Пересчитали бюллетени. Очень активно люди пришли прямо вот в 8 часов, и они уже зашли на избирательный участок. Около 30 человек уже проголосовали. В Дранде на 6-м избирательном участке 26-го округа в первой половине дня из 1106 зарегистрированных проголосовало 362 избирателя. В первых 2 округах по 2 кандидата в депутаты Народного собрания, а в Дранде на 6-м избирательном участке 4. Все нормально проходит, нарушений пока никаких нет. Так что у нас явка хорошая пока. Думаем, к вечеру или же к полудню побольше людей будет. В 23-м Баслатском избирательном округе на 1-м избирательном участке баллотируются 6 кандидатов в депутаты Народного собрания. Как отметил председатель избирательного округа Дмитрий Джопо, нарушений нет. Правда, со стороны одного из кандидатов в депутаты нет наблюдателя. У нас по списку 1256 избирателей. На данный момент проголосовало 197.
По дополнительному списку у нас проходит 18 пока. В 8 часов вечера будут закрыты все избирательные участки и начнется подсчет бюллетеней. Рената Шакаева, Тамур Гошба, Абхазское телевидение. В Гудаутском районе 7 избирательных округов. На некоторых из них побывали наши корреспонденты. Смотрите репортаж Сарии Смар. В городе Гудаута 2 избирательных округа. С самого утра явка избирателей высокая. Большая очередь образовалась уже с момента открытия участков. К примеру, в избирательном округе номер 18 в центре города только за 1 час проголосовали более 100 человек. По словам наблюдателей, за это время не было выявлено ни одного нарушения. Никаких нарушений. Явка на такое время, еще 9 часов нету. Явка активная. Все проходит нормированно, все в порядке. Никаких выявленных и никаких замеченных нарушений нету, все в порядке вещей. Активное участие в парламентских выборах принимает и молодежь. Мы со своей семьей с утра пришли на выборы, чтобы сделать важный выбор для нашей страны. Мы выбираем депутата Народного собрания, и поэтому долг каждого гражданина прийти и отдать свой голос за того депутата, за того кандидата, которого он считает наиболее достойным, чтобы представлять интересы народа в парламенте. Мы надеемся на то, что от нашего выбора что-то зависит, и что наш выбор и те люди, которых мы изберем в депутаты, что они будут отстаивать интересы народа, и что жизнь будет меняться к лучшему. Ближе к 4 часам вечера из более чем 200 тысяч избирателей уже проголосовало 1200 человек. Люди идут на выборы с хорошим настроением. С выборами в Народное собрание они связывают большие надежды. Я рада, что у нас сегодня проходят выборы. Надеюсь, что людей будет много. Мы за хорошую власть, чтобы у наших детей было хорошее будущее. Ваше настроение? Настроение отличное. Все хорошо. Дай Бог, чтобы все хорошо было. Наша съемочная группа посетила еще один избирательный округ в Гудауте, 17-й. Здесь на место в парламенте претендуют 2 кандидата – Леонид Чамагу и Леонид Лакербая. К 4 часам вечера количество проголосовавших на этом участке достигло 1300 человек. По словам председателя участковой комиссии, никаких нарушений не выявлено. Люди идут, надеемся, что выборы состоятся. Нарушений какие-то? Нарушений нет, наблюдателей здесь. Пока все как положено идет. К 4 часам более 1000 человек уже проголосовали в избирательном округе номер 16 в селе Лыхны. Лыхнынский избирательный участок считается одним из самых больших по количеству избирателей. В селе открыто 4 избирательных участка. Общее число избирателей более 3000 человек. В этом округе также 2 кандидата – Тимур Возба и Михаил Сангулия. По центральному у нас голосуют 1933. У нас еще 3 участка. В итоге 4 участка. По Лыхну у нас где-то процентов до 80%. Мы вот сейчас объезд сделали, все участки. Нарушений нет и явка хорошая. На избирательном участке номер 6 19-го округа в селе Приморское количество избирателей достигает 900 человек. Здесь на место в парламенте претендуют 4 кандидата. Явка избирателей, как и на всех участках, высокая. К этому моменту уже проголосовали порядка 500 человек. Явка, как мы видим, высокая. Надеемся, она будет до 8 вечера таковой, и подавляющее большинство проголосует. Никаких нарушений зафиксировано пока не было. Все идет в штатном режиме. Еще один избирательный округ номер 20 в городе Афон по явке избирателей также показывает хорошие результаты. В ходе голосования нареканий и замечаний со стороны наблюдателей не было. Выборы в законодательный орган страны проходят в спокойной обстановке. Сария Смыр, Саид Айба, Абхазское телевидение. Также о ходе выборов рассказал вице-президент Республики Абхазия Виталий Габния. Сегодня действительно важный день. Это очередной этап в истории, в новейшей истории Абхазии. Времени, который предопределит развитие Абхазии на ближайшие 5 лет. Будет ли наше общество стабильным, либо мы войдем в новый виток напряженности. Конечно, мне хотелось бы, чтобы в парламенте присутствовали разные мнения, люди с разным политическим контекстом. Но хотелось бы, чтобы это были люди с государственным мышлением, объединенные государственными интересами и задачами. Не с местечковым мышлением, что чем хуже для власти, тем лучше для оппозиции, что не может для нас хорошо закончиться, поскольку это тупиковый путь развития. Собственно говоря, в этом и заключается
политическая культура, либо отсутствие таковой. Что мне на текущих выборах нравится, это то, что на кандидатов от оппозиции со стороны власти не было оказано никакого давления, а мне есть о чем судить, поверьте мне, исходя из прошлой политической оппозиционной жизнедеятельности. Обращаясь к гражданам, сказал бы, что у вас есть уникальная возможность прямого волеизъявления, где вы можете голосовать за того кандидата, и далее пенять на исполнительную власть уже не придется. Это за гранью наших полномочий. А ведь в парламент идут люди разные. От честных и порядочных, до тех, кому не лень, так скажем. Но по-хорошему, конечно, нужно дополнить, усилить закон о выборности соискателей в кандидаты в депутаты, подняв планку не только возрастную, но и по всем другим критериям. Сегодня у нас практически ценз является 25-летним, и по существу больше ничего не прописано. Предыдущий парламент так на себя эти обязательства и не взял. Надеемся на новый созыв парламента. Говорить о том, что нынешний состав будет качественным, что предыдущим, выборы покажут. Я на удачу и на случай не рассчитываю, поскольку, еще раз говорю, сам закон не был прописан в той мере, где могли бы претендовать люди одни для общества знаковые и достойные. Еще раз повторю, идут все, кому не лень, и люди это тоже со своей стороны видят. Несмотря на усталость общества и некую раздражительность, на первую половину дня явка уже практически на многих округах перевалила. Это говорит о том, что гражданское общество у нас сильно и существует, но в то же время, на мой взгляд, оно чрезмерно политизировано. Важно, чтобы выборы состоялись, важно, чтобы они состоялись достойно. Очень важно, чтобы не было разного рода подачи в суд, исковых заявлений. Просто во всем мире выборы несут в себе определенное напряжение. И нам этого тоже избежать не удастся. Самое главное, как мы из этого состояния выходим. Принимаем ли мы эти выборы или нет. Нам нужно принимать те результаты, которые оно есть, как бы они были бы нежелательны. Сегодня с утра в Центре избиркоме открыт информационный центр по проведению выборов. Наша съемочная группа находится в пресс-центре Центральной избирательной комиссии. О работе ЦИК в репортаже Симы Аргун. Освещение выборов и избирательной кампании, предоставление площадки для проведения пресс-конференций, брифингов и выступлений международных наблюдателей, представителей законодательной и исполнительной власти Республики Абхазия – таковы задачи пресс-центра ЦИК в день выборов. Здесь же все желающие могут получить самую свежую информацию о ходе голосования. По данным ЦИК, которые прозвучали на пресс-конференции утром, все 152 избирательных участка открылись ровно в 8 утра. Но члены избирательной комиссии были на местах на час раньше. Несмотря на прогнозы о низкой явке, все-таки жители проявили активность и выполнили свой гражданский долг. Активность с утра очень хорошая по тем данным, которые поступают. Мотивируем это тем, что очень большое количество людей имеют какие-то личные дела, во всяком случае куда-то хотят уехать пораньше, может быть и поэтому только, а может и не поэтому. Активность довольно-таки хорошая, мы надеемся, что это будет в течение дня. Председатель Центральной избирательной комиссии Тамас Гоги, отвечая на вопросы журналистов, проинформировал также о том, сколько избирателей в Галском районе, и рассказал, как были доставлены бюллетени в отдаленное село Псху. По словам Гоги, Министерством обороны Абхазии был предоставлен вертолет для доставки бюллетеней. Этим же вертолетом могли воспользоваться все желающие. В селе правом голоса обладают 120 человек. Пресс-конференции и брифинги проходят в течение всего дня и транслируются они в прямом эфире абхазского телевидения. Сюда, в пресс-центр ЦИК, стекается вся информация о процессе голосования на избирательных участках. Эти данные будут периодически обновляться. Таким образом, телезрители, как и представители средств массовой информации, имеют возможность наблюдать за развитием событий. Сима Аргун, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Сейчас вновь прямое включение из Центральной избирательной комиссии, где международные наблюдатели проводят пресс-конференцию для журналистов. Затем в 19 часов также прямое включение из ЦИК, будут озвучены данные по явке избирателей. В 21 час состоится пресс-конференция председателя ЦИК Тамаза Гогия, на которой будут подведены предварительные итоги голосования. Уважаемые журналисты, добрый день. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Начинаем пресс-конференцию первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по обороне Красова Андрея Леонидовича, члена Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Парфенова Дениса Андреевича, члена Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Старовойтова Александра Сергеевича и члена Комиссии Парламентского собрания по информационной политике, члена Комитета Государственной Думы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Тайсаева Газбека Куцуковича. Пожалуйста, предоставляем вам слово. Добрый день, уважаемые друзья. Я хочу всех журналистов и всех граждан Республики Абхазия поздравить с праздником. С праздником, с днем избрания депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия. Вот мы с моим коллегой Денисом Андреевичем были на 8 округах, на 8 избирательных участках, и мы можем констатировать, что никаких нарушений на этих избирательных участках мы не выявили. Это нужно нам с удовлетворением отметить. Явка достаточно высокая. Мы начали свою работу, начиная вот с 9 часов где-то до 12 часов проверяли эти избирательные участки. И вот на это время можно отметить, что явка достаточно высокая. Даже на отдельных участках мы наблюдали очереди для того, чтобы сделать свое волеизъявление. Урны, которые были предназначены для голосования, тех граждан Республики Абхазия, которые не могли сделать свое волеизъявление на избирательном участке, они были в наличии, они были опломбированы. И вот буквально, когда мы посещали, с минуты на минуту должны были наблюдатели от кандидатов, от члены избирательных участковых комиссий должны были выехать и по адресам граждан, которые заявили о том, что они могут, имеют желание проголосовать на дому в связи с возникшими обстоятельствами, либо по состоянию здоровья, либо по другим причинам. Мы отмечали, мы спрашивали не только членов избирательных участковых комиссий, но в том числе и наблюдателей, какие имеются замечания на данное время, на данный момент. И, честно говоря, ни у членов избирательной комиссии, ни у наблюдателей, которые представляли всех абсолютно кандидатов, на тот момент, к счастью, наверное, для граждан Республики Абхазия, замечаний таких не было. Ну, а коллеги, я думаю, меня дополнят. Спасибо. Денис Андреевич, пожалуйста. Уважаемые товарищи, друзья, мы действительно с глубоким удовлетворением отмечаем, что то, что мы видели на выборах в парламент Республики Абхазия, проходит на высоком организационном и методическом уровне. Участковые избирательные комиссии начали свою работу вовремя, как это положено, и проводили процедуру голосования, как это требуется в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Мы увидели существенный интерес
простых людей, граждан к участию в этом голосовании. А также можем сказать с уверенностью, что каких-либо нарушений или несоответствий в процедуре проведения голосования выборному законодательству мы не обнаружили. Более того, должны сказать, что на избирательных участках, как среди членов участковых избирательных комиссий, так и среди людей, которые принимали участие в голосовании, царит приподнятое настроение, люди с радостью участвуют в выборах. Было видно, что люди действительно искренне хотят проявить свой гражданский долг, принять участие в голосовании. И действительно наблюдатели подтверждают то, что каких-либо замечаний к процедуре проведения голосования у них нет. И мы, опять же, рады отметить то, что на всех избирательных участках, которые мы посетили, был минимум один наблюдатель от каждого зарегистрированного кандидата. Это говорит о серьезной системе контроля самих участников избирательного процесса за ходом голосования и в определенной степени является гарантией того, что выборы должны пройти честно, организованно и, как положено, в соответствии с законом. Поэтому я думаю, что мы, по крайней мере, в рамках нашего небольшого коллектива можем с уверенностью говорить о том, что выборы проходят в соответствии с законом. Спасибо. Спасибо большое. Казбек Куцукович, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Как мои коллеги, я тоже могу отметить высокую организацию сегодняшних выборов. Хочу поблагодарить Центральную избирательную комиссию за отлично подготовленные выборы. У всех на участках все возможности для того, чтобы спокойно, нормально проголосовать. Потому что это достаточно грамотные, подготовленные люди, способные организовать необходимую грамотную, четкую работу. И также могу отметить, что мы ездили по всей республике, были в разных городах, и везде одна и та же картина. Люди с огромным удовольствием приходят. Очень приятно было видеть очереди, которые были на участках для того, чтобы проголосовать. Высокая явка. Нам, что я считаю, российский ЦИК должен взять на вооружение и учиться у Абхазии, это то, что у всех, уже мои коллеги сказали, были представители, наблюдатели от всех кандидатов, и никто не ограничивал действия наблюдателя. Каждый наблюдатель мог подойти, ознакомиться со списками, посмотреть, кто как голосует. Для каждого наблюдателя были созданы все условия. Никто его не ограничивал в перемещениях, в переходах непосредственно в участковой комиссии. К сожалению, у нас в России не всегда такие условия создаются для наблюдателей, поэтому нам есть чему у вас учиться. Считаю, что выборы проходят законно, грамотно, очень четко. Еще раз повторюсь, хочу поблагодарить за это Центральную избирательную комиссию, которая очень грамотно подготовила эти выборы. Спасибо. Большое. Александр Сергеевич, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Большое спасибо за предоставленное слово. Попытаюсь немного дополнить своих коллег, которые достаточно четко изложили все то, с чем мы сегодня сталкивались. На протяжении всего выборного дня мне удалось посетить 11 избирательных участков, в частности, расположенных на округах номер 3, 4, 5, 6, 7 и 10. Что действительно очень приятно отметить, это, как сказали уже мои коллеги, достаточно высокую явку. На отдельных избирательных участках была серьезная очередь, и при всем при этом не было никакого напряжения среди самих избирателей, среди избирательных штабов, которые зачастую присутствовали не достаточно большом расстоянии от избирательных участков, но еще раз хочется подчеркнуть, что не было никаких нарушений. Сами кандидаты, их избирательные штабы показали себя очень хорошо. Я считаю, что все кандидаты, принимающие участие в данном избирательном процессе, проявили высокий уровень политической культуры. Мы прибыли в Республику Абхазия за 2 дня до начала важного процесса дня голосования, поэтому могли пообщаться и с кандидатами, выяснили для себя, что никоим образом все кандидаты
никто из кандидатов не был ущемлен по доступу к различным информационным источникам. Все они себя, как я уже сказал, вели достаточно корректно. Листовки размещались рядом друг с другом. Никто никого не пытался сорвать, не уничтожать какие-либо агитационные материалы. Также хочется действительно поблагодарить избирательную комиссию Республики Абхазия, которая организовала эту избирательную кампанию на самом высочайшем уровне. Очень приятно отмечать тот факт, что молодая республика Абхазия сделала так, что граждане понимают, насколько важен тот выбор, который они сделают сегодня. Это говорит во многом о явке, которую мы сегодня видели. Потому что все прекрасно понимают, что голосуя за того или иного кандидата, граждане голосуют за свое будущее, за другие различные и дальнейшие интеграционные процессы, которые происходят между нашими странами Российской Федерации и Республикой Абхазия. Но что касается меня лично, для меня Республика Абхазия не просто соседнее дружественное государство. Моя мама выросла в городе Сухум, училась здесь во второй школе, и поэтому я всегда пристально наблюдал за теми процессами, политическими процессами, которые происходят в республике. Я уже не первый раз нахожусь на избирательной кампании. И очень правильно вы развиваетесь, в очень правильном, нужном направлении. Поэтому хочется пожелать всем вам удачи, успехов. И я более чем уверен, что сегодняшняя избирательная кампания, закончившись, будет без каких-либо инцидентов, которых мы в течение дня, собственно говоря, и не наблюдали. Большое спасибо. Спасибо большое. Есть ли вопросы, уважаемые журналисты? Слушаем вас. Если нет вопросов, будем завершать работу. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо.